В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова, и в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Приоритетные цели в новом майском указе Владимира Путина совпадают со стремлениями и определенными задачами, которые уже реализуются в Якутии. Об этом сказал руководитель региона Егор Борисов. Мы абсолютно четко представляем реализацию целей майского указа и сейчас формируем механизмы для их достижения. Будут приняты определенные документы, которые будут доведены до жителей республики, сказал он. Одной из важнейших национальных целей в указе, по словам Борисова, является увеличение демографической численности населения. Он отметил, что Якутия добивается в этом вопросе определенных успехов. За последние годы показатель средней продолжительности жизни в республике значительно улучшился и составляет 71 год. Работа в этом направлении будет продолжена. Что касается роста реальных доходов населения и борьбы с бедностью, то, по словам руководителя региона, эти направления являются одними из сложнейших. Непростая ситуация будет в борьбе с бедностью, потому что само понятие «бедность» относительное среди субъектов Российской Федерации. Оно подразумевает разный подход. Для нас самое главное – сократить бедность населения республики. Работа в этом направлении будет продолжаться, сказал Егор Борисов. Тем временем изменилась численность бедных по России в целом. По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила порядка 19 миллионов человек. По сравнению с 2016 годом бедных в России стало меньше на 200 тысяч. Расходы Якутии по выплатам зарплат в 2018 году превысят 80 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом бюджет республики по доходам вырос на 13 миллиардов рублей. Егор Борисов сообщил, что расходы на зарплату будут расти до конца года. Предполагается, что 2018 год будет большой нагрузкой в части зарплаты по расходам по бюджету. Однако в части зарплаты республика выполнит все свои социальные обязательства. Если 194 миллиарда рублей, или 193 миллиарда рублей, или 194 миллиарда рублей доход, расходы, то 80 с лишним миллиардов рублей уйдет на повышение, на расходы оплаты бюджетов. Врачей, учителей и других категорий бюджетников. Государственный долг Якутии абсолютно управляем. Долговая нагрузка на бюджет не превышает 47% суммы собственных доходов. За всю историю Якутия, несмотря на определенные сложности по привлечению средств, никогда не превышала нормативы государственного долга, принятые бюджетным кодексом, выше 50% собственных доходов. Это на первый взгляд кажется, что госдолг превышает лимиты на более чем 40 миллиардов рублей. Однако это совершенно естественное явление. Государственный долг Якутии абсолютно управляем, так как лимиты, которые должны быть не более 49% от собственных доходов, не превышены, сказал руководитель региона. Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии обновил информацию по реквизитам для перечисления безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований. Обновленную информацию с верными данными реквизитов вы можете увидеть на экране, а также на сайте телеканала Якутия-24 и социальных сетях. Сеть газозаправочных станций расширят в Якутии. Проработать данное направление первый вице-премьер республики Алексей Колодезников дал поручение Министерству ЖКХ и энергетики, Минсельхозу, Минпромгеологии. Мы примем документ по расширению использования газомоторного топлива, в котором будет прописано расширение сети газозаправочных станций, в том числе строительство заправки в Мегино-Кангаласском Улусе и других районах республики. Наши планы идут в соответствии с поручением Владимира Путина о стимулировании использования природного газа в качестве моторного топлива. Это серьезная задача, которую мы должны решить, сказал Алексей Колодезников. Переход бензина на газ позволит в 2-3 раза снизить количество вредных выбросов в атмосферу и принесет не только экономический, но и положительный экологический эффект. За 3 года более 22 тысяч якутян трудоустроят в промышленные предприятия Якутии. Из них наибольшее количество кадров будут трудоустроены в такие крупные предприятия, как Алроса, Алмаза-Анабара, Якутск-Энерго, Алдан-Золото, Золото-Селигдара. Трудоустройство в рамках данного направления также предусматривает сезонные работы и работу вахтовым методом.
Отметим, что сегодня было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве по реализации приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность» между Госкомзанятости населения и компанией «Алмазы Анабара». В этом году на предприятии трудоустроится около 3000 местных кадров. Соответственно, с дальнейшим трудоустройством в нашу компанию. Поэтому мы этим соглашением подписали в том числе и дорожную карту, да, потому что такая работа должна вести системно. И прошедшие отчеты правительства в феврале этого года, где присутствовала в том числе и наша компания на этих отчетах, показало, что такое взаимодействие оно очень эффективно, и поэтому мы этим соглашением заложили такую хорошую традицию, и мы сейчас будем в рамках этого соглашения работать, мне кажется, наиболее эффективно. Якутия разместит облигации государственного займа 2018 года объемом 5,5 миллиардов рублей на московской бирже 24 мая. Срок обращения займа составляет 7 лет, его длительность более 4 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей. По облигациям будут выплачиваться квартальные купоны. Якутия имеет многолетний опыт заимствований на рынке государственных ценных бумаг и является качественным заемщиком. Оборудование для ветродизельного комплекса в Тикси доставят из Японии в июле этого года. Сейчас ветроустановки находятся в порту Осаки. Японская компания NEDO предоставит стройматериалы и монтажное оборудование для строительства ветроустановок, обеспечит их перевозку во Владивосток, где пройдут таможенные процедуры. Оттуда их перевезут в Нижний Бестяг, затем баржами доставят по реке до Тикси. Комплекс будет состоять из 3 ветроустановок по 300 киловатт, 3 дизель-генераторов по 1 мегаватт, системы аккумулирования энергии и прочего вспомогательного оборудования. Лишь 5% жалоб граждан признаны обоснованными на действия коллекторов в 2017 году. Такие данные приводит Федеральная служба судебных приставов. Из 16 тысяч обращений обоснованными признаны всего 800. Из обоснованных жалоб приставы выделяют 3 блока нарушений. В первую очередь представители коллекторских фирм не соблюдают установленное законом количество телефонных звонков должникам. Второй блок касается нарушений закона о персональных данных. И третий – это нарушение порядка взаимодействия с третьим лицом. Банк России в первом квартале 2018 года выявил 64 лжебанка и 1300 черных кредиторов. Это существенно превышает цифры прошлого года. Кроме того, выросло число заблокированных мошеннических сайтов. Банк России за начало этого года лишил доменного имени 328 сайтов, которые предоставляли нелегальные финансовые услуги. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.